Здравствуйте, это программа «7 дней плюс». Меня зовут Зуфар Давлетшин, и здесь, в этой студии, мы общаемся с интересными людьми, с людьми неординарными, с энтузиастами, с которых многим из нас иногда нужно брать пример. И представляю нашего сегодняшнего гостя. Это руководитель конструкторского бюро «Дулкан Аэро», сооснователь, соруководитель общественного движения «Дулкан-16» с позывным «Ахатыч». Здравствуйте. Добрый день. Ну, сразу к делу перейдем. Да, движение «Дулкан-16». Вот в конце 2022 года было немало публикаций об этом движении. Вот как оно вообще появилось, что послужило мотивацией такой организации этого движения? Ну, организация образовалась, организована она Ниязом Валеевым, то есть это бывший десантник. Когда началась мобилизация, мы многие поняли, что многие из мобилизованных абсолютно не готовы к службе в армии, то есть никакой начальной военной подготовки. Но тогда родилась такая идея, что надо создать курсы подготовки. Мы собрали группу товарищей и начали с ними заниматься. То есть занимались физкультурой, медицинской подготовкой, тактической, занятия на полигоне, то есть обращение с оружием, тактические там действия. Ну, то есть вот эти занятия происходят и по сей день. То есть у нас на сегодняшний день там порядка 30 человек в группе занимается начальной военной подготовкой. Дальше ситуация поменялась. То есть НИЯС и еще 3 человека из нашей компании ушли добровольцами на фронт. Вот, 2, к сожалению, погибли. И НИЯС в том числе попал под удар «Хаймерса» на полигоне у Судоплатова. Он последние полгода служил в батальоне Судоплатова инструктором, принимал экзамены у операторов, обучал их. Ну и, в общем-то, это очень ценная цель для врага, поэтому была выцелена группа людей, погибло 24 человека в тот день, когда принимали экзамен. То есть, там не обошлось, я так понимаю. Целенаправленный был удар, то есть объективный контроль велся с беспилотника, то есть они у себя опубликовали видео этого удара, как они его нанесли. Ну и вот организация наша осталась без головы. На сегодняшний день мы существуем, продолжаем работать, развиваемся. Ну и единого руководителя сейчас уже нет, то есть у нас есть несколько человек, каждый отвечает за свои направления. Ну вот этот случай, да, не скажу, что он напугал, не напугал, страх появился. Вот руки не опустились после этого? Нет, ни в коем случае, наоборот. То есть мы будем... Вот если немножко даже отвлечься, от организации, вот вы сказали, что такая военная подготовка, начальная военная подготовка для многих, да. Вот как вы думаете, вот в школах сейчас стоит внедрить обратно эту начальную военную подготовку, как она была в том же объеме, да? Ситуация в мире такая, что, наверное, на нашу долю еще достанутся боевые действия, поэтому молодежь надо обязательно готовить. Элементарные навыки обращения с оружием, они просто обязаны у людей быть. И также навыки оказания первой медицинской помощи, знание способов оказания медицинской помощи. Это очень важно. Это может пригодиться и в гражданской жизни. То же самое несчастный случай, ДТП или мало ли что может быть. То есть этому вы обучаете, в принципе, всех желающих, да? Да, то есть это бесплатно, это добровольные, то есть люди записываются, приходят, начинают тренироваться. То есть там 2 раза в неделю у нас физкультура, и по субботам мы занимаемся на полигоне. То есть при этом не обязательно быть мобилизованным, добровольцем или контракт подписывать? Очень разные люди приходят, вплоть до бухгалтеров. Есть много людей, которые этой темой интересуются, они готовятся. То есть я так думаю, что при необходимости Дулкан может такой нормальный подготовленный взвод выставить. То есть мы все готовимся к чему-то. Вот эта начальная военная подготовка, подготовка ребят, она как-то, я так понимаю, переросла сначала в волонтерскую деятельность. Все занимаются волонтерством, многие, я так скажу, потому что государство наше, так скажем, не бедное, но оно забюрократизировано и неповоротливо, поэтому так быстро заткнуть дыры... Все очень долго там происходит, да? Даже в частности, с такой аппаратурой, то есть это могут только частники и энтузиасты. Ну и волонтерством, почему? Наши 4 наших ребят, они на фронте, мы, естественно, с ними на связи постоянно, мы постоянно знаем, какие у них проблемы, что им нужно,
То есть если на начальном этапе это было тушенка, трусы, носки, то сейчас мы переключились, объединились с группой поддержки военнослужащих, 16 из Нижнекамска, создали совместный проект вот «Ангелам войны». Мы работаем конкретно по госпиталям прифронтовым, обеспечиваем их, ну, прям вот начиная с марлевых салфеток и заканчивая аппаратом искусственной вентиляции легких. То есть все. И работаем, ну, вот не как там что-нибудь отвезти и куда-нибудь там на склад выгрузить. То есть целенаправленная заявка от конкретного госпиталя, грузится машина, раз в месяц уходит фура и 2-3 газели. То есть и все довозится прямо вот лично в руки докторам. Они все это получают, очень довольны. Ну, потому что прям необходимы многие вещи. Ну, вы сами ездите, да, насколько вот я знаю? Я сам не езжу, ездят у нас девочки, то есть конкретно вот Эля с Нижнекамска. Ну, она там периодически остается, работает в госпитале, помогает, то есть у нее командировки там иногда до месяца случаются, то есть вот. Ну, я думаю, мы ее как-нибудь тоже сюда, в нашу Она студию на следующей неделе готова да. приехать, сегодня, к сожалению, не смогла. Вот вы уже обозначили, да, вот про эти вот вещи, которые у нас здесь. Это вот то, что вы туда возите, то, что изготавливаете, что это? Вот давайте познакомимся. Да. Ну, смотрите как, то есть с самого начала СВО стало понятно, что дроны играют и будут играть колоссальную роль в этом конфликте. И в начале, сразу после начала СВО родился такой проект, общероссийский проект «Архангел». Михаил из Подмосковья, он собрал инженеров, собрал талантливых конструкторов. В общем, так нормально все это структурировалось, и люди занялись разработкой, одни занимаются разработкой коптеров, другие занимаются разработкой там систем связи, третьи антенны. Ну, в общем-то, эта работа целенаправленно идет. Дальше стали появляться школы обучения пилотированию дронов. На данный момент их там порядка 50, наверное, уже есть, то есть там большое количество людей через них проходит. Ну и ситуация такая, что вот очень много парней на фронте умеют летать на коптерах. Не очень много людей, умеющих летать на самолетах. То есть вот мы пошли по пути, что мы делаем вот беспилотник самолетного типа. Задачи мы себе такие поставили, чтобы он был недорогой, чтобы мы могли его делать много и быстро. Вот. То есть первая цель этого самолета – это первоначальное обучение пилотов. То есть чтобы вот человек научился летать, ну, ему надо дать возможность 2-3 самолета разбить об землю, вот, чтобы он почувствовал критические положения. И поэтому дать человеку суперкам, который больше 2 миллионов стоит, такой риск несравнимый с тем, что вот наш стоит больше, чем в 10 раз дешевле. Поэтому это первое его предназначение. Ну и второе, у него нормальная работоспособность, то есть это самолет-разведчик в радиусе до 30 километров. Судя по размаху крыла, такая продолжительность полета, да, не меньше 2 часов. То есть, в принципе, вот, 5 аппаратов у нас уже ушло на передок. По одному обратная связь уже пришла. Ребята конкретные замечания, недочеты какие были, мы вот их так в процессе устраняем. Кроме недочетов, вот что рассказывают, да, как вот помогает все-таки ваша Помогает, безусловно. Дело в том, что любой коптер, тот же самый Мавик, всеми любимый, не может он больше, чем полчаса летать. То есть это необходимо возвращаться, менять батарею. Самолет на 2 часа его можно отправить. И у него больше грузоподъемность, у него больше дальность, соответственно, скорость. И самый главный плюс то, что коптером надо непрерывно управлять. То есть оператор с передатчика посылает сигнал, коптер в ответ посылает видеосигнал, оператор принимает. И вот этот вот радиообмен, он очень хорошо засекается с противником. То есть точка, где сидит оператор, они могут элементарно выяснить и не пожалеют на него какую-нибудь ракету. Потому что оператор на сегодняшний день это такая вот первоначальная цель для противника. В случае вот с этим аппаратом мы его проектировали сразу по пути того, чтобы это был
автоматический полет, то есть без участия оператора. Оператор на земле программирует маршрут, закладывает точки, интересующие его. Ну, примерно мы представляем, где что-то нам надо посмотреть. Закладываем там, на какой высоте ему лететь, с какой скоростью, каким радиусом круги описывать вокруг этой точки. Все, и дальше нажимается на педаль, самолет улетел, оператор молчит. Ну, видеосигнал... Он поступает. Он поступает, да. да. Видеосигнал могут видеть все. То есть это как бы вот, ну, телевидение. То есть оно вещает на всю округу, там и враги могут посмотреть, что мы на них смотрим. Но с другой стороны, пусть смотрят. Как бы нам-то стесняться По крайней нечего. мере, Да. не засекут, да. Они не знают, да, откуда мы вылетели, да. То есть в плане вот радиоэлектронной борьбы этот самолет абсолютно независим. То есть его невозможно перехватить у него управление, поскольку он не управляется. Вот эти вот антидроновые ружья, купола. Да, да, вот это все как бы, ну, бесполезно, потому что с помощью антидронового ружья что можно сделать? Можно либо зашумить вот канал управления, либо зашуметь канал видео, и оператор не будет видеть, что с ним происходит с самолетом, и он потеряет управление, соответственно. В нашем случае этого нет, поскольку вот он ни на кого внимания не обращая, летит по своему заданию. И он ее выполняет, эту задачу. И сам возвращается потом. Сам возвращается, да. В случае потери сигнала GPS, то есть точность, конечно, будет не настолько хороша, но когда он вернется на свою сторону, он все равно здесь поймает этот сигнал, подкорректирует себя и прилетит туда, куда нужно. Это вот тоже ваша разработка, да? Вот этот маленький? Это, я бы не сказал, что наша разработка, это просто наши изделия. То есть это стандартный дрон «Камикадзе». То есть на... Показать немножко. Да. Ну, то есть вот это устройство, вот у него мозги здесь в середине, это батарея, она здесь маленькая, на самом деле рабочая батарея, она вот большая, 6000-я. Здесь снизу скотчем или там с помощью какого-то приспособления крепится заряд. Подвешивается груз, да? Да. Всё. Ну, до 2 килограммов вот этот маленький жучок, так скажем, может нести. Ну, как показала практика, вот очень эффективное средство на сегодняшний день. Много общаюсь с бойцами, то есть знаю. Ну, собирается у нас, да, все это? Это собирается, вот сейчас в стране там вот, любой ребенок это может собрать. На самом деле вот детей к этому надо привлекать. Вот наша как бы очередная задача, которую мы для себя видим, то есть мы будем у себя делать симуляторный класс, то есть чтобы ребята приходили, обучались летать, то есть все равно происходит обучение сперва на симуляторе, то есть ты в компьютере, на мониторе, как в компьютерной игре управляешь этим дроном, проходишь там какие-то маршруты. Есть спорт, дрон-рейсинг, то есть там, ну, вот это вот конструкция спортивного дрона, то есть у него минимум, так скажем, стабилизированных всяких функций, то есть он чисто руками управляется. Он не пользуется сигналами GPS тоже, то есть это вот именно через вот эту камеру пилот видит в очки, как будто он находится на дроне, да, и управляет им. Вот, то есть это вот чистый спортивный дрон. Но вот эта вот техника, которая посерьезнее, да, это же вот не просто тот фюзеляж, скажем так, с крыльями, да, тут все-таки вот начинка, это вот все делается у нас. Ну, так скажем, корпус самолета делается у нас, начинку собираем тоже мы сами, но вот, естественно, весь перечень запчастей — это Китай. У нас своего родного, к сожалению, год назад применительно ничего не было, за год ребята отработали, то есть вот полетные контроллеры скопировали, уже производят наши. Ну, к сожалению, все-таки можем делать можем, тоже. Да, можем. Ну, мы понимаем, что у нас даже микросхем и транзисторов своих нет, но из китайских мы можем собрать. Вот. Ну, К сожалению, они дороже китайских. Наши. Да. Вот когда у нас наступит эпоха массового производства, да, то есть вот сейчас задача поддержать своих производителей, то есть вот недавно общался с несколькими генералами с Министерства обороны, здравые мысли, сразу сказали: все китайское уберите, поставьте наши. Я говорю, в 4 раза дороже. Они говорят, нормально. То есть вот если вот этот поворот, он действительно случится, то тогда ребята будут загружены, соответственно,
будут какие-то иметь доходы, закупят оборудование, ну и, соответственно, цена за год, наверное, она упадет. То есть если есть нормальный спрос, вот как мы сейчас говорим о 1000 штук, то я так думаю, что и эта отрасль у нас разовьется. То есть, вот это... Есть кому делать, или вы принимаете людей, там можете обучить? Ну, на данный момент у нас нет такого объема, то есть мы порядка 10 самолетов в месяц делаем, мы все это справляемся с этим сами. Ну, ведущие вот инженеры, они постоянно работают над совершенствованием. Вот сейчас у нас появилось 2-3 человека, которые, будем так называть, рабочие. То есть вот, мы часть рутинной работы с себя сняли, потому что постоянно надо двигаться вперед. Дело в том, что и противник на месте не стоит, и, соответственно, вот эта борьба между пилотами и рэбом, она прям вот непрерывно происходит. То есть сделали вот эти антидроновые ружья, противник перешел на другую частоту, эти антидроновые ружья можно бросить в угол, и они никакой пользы не приносят. То есть надо их перестраивать, менять в них модули. Ну, соответственно, когда все поменяют модули, противник опять перейдет на другую частоту. Ну, то же самое делаем мы, то есть мы тоже уже ушли со стандартных разрешенных частот, то есть все сейчас работают либо с ППРЧ, то есть это псевдослучайная прыгающая частота, то есть меняется она, ну, либо просто сдвигают частоты в другие диапазоны. Если в гражданской жизни это запрещено, то как бы там это вынужденная ситуация. Вы все-таки подстраиваетесь именно все-таки под нужды фронта, да? Ну, вы, наверное, то есть вы не так же просто вот решили, да, я самолет соберу, то есть у вас гражданская профессия, я так понимаю, все-таки связана с этим. Нет. Я в молодости плотно занимался авиамоделизмом, участвовал в соревнованиях. Вот эта тяга к авиации, она у меня как бы через всю жизнь прошла, но вот, к сожалению, я всю жизнь авиацией не занимался. Вот я вот сейчас, последние, наверное, года 3-4, я вернулся к своему любимому делу, и поэтому вот это СВО, оно как бы выбора никакого не оставило, то есть я знал, чем я буду заниматься. Вот мы... То есть все-таки хобби такое вот оно переросло. Хобби переросло, да. Полезную вещь, да? Ну, хотя я так скажу, очень много людей, которые вообще не имели никакой связи ни с авиацией, ни авиамоделизмом, занялись, работают. Вот как вот, да, вот люди, как приходят, как вас находят, Ну, не просто же так вот опять все это происходит, да? Тем более тут должны специалисты быть. Ну, во-первых, вот этот проект «Архангел», который в телеге, вот я сейчас в любой город приеду, у меня там есть знакомый человек, то есть вот мы этой темой все связаны, мы постоянно общаемся либо в группе, там, либо в личке, то есть когда уже интересы есть. Ну, вот так нашлись люди из Казани. То есть тоже вот так вступили в группу, потом мы выяснили, что мы земляки, собрались. Ну, костяк у нас вот 4 человека сейчас работает. Есть люди, которые хотят поучаствовать деньгами, тоже начали появляться. Это немножко облегчает жизнь, потому что, ну, первый год мы на себе все это тянули. То есть это вот, еще раз уточню, то это все-таки вот собирается где-то вот не в промышленном масштабе, да? Ну, да, так скажем. Грубо говоря, на коленке, да? Да, в гараже. Ну, так оборудованное помещение, там не скажу, что сильно большое, то есть 2 помещения по 100 квадратов, то есть, ну вот, как бы мы там работаем. Вот у нас вот еще бронежилет здесь вот стоит, да, вот не Ну, просто так. еще у нас есть вот у Дулкайнайра филиал в Екатеринбурге, то есть это тоже ребята, которые прошли через СВО уже, год добровольцами там отслужили, они занялись изготовлением коптеров, потому что, ну, нам, честно говоря, вот этим заниматься неинтересно. Тут ничего не сделаешь такого нового, интересного. Вот здесь вот можно, здесь возможности гораздо шире. Вот. И есть у них там свободные швейные мощности, вот запустили производство бронежилетов. То есть это легкий плитник, как раз нацеленный на использование операторами беспилотников. То есть это не штурмовой бронежилет, там с полностью закрытым. Ну, чисто... основные, грудь, спину закрывает. Бронеплита 5 класса керамическая, то есть жилет легкий, 8 килограммов.
Ну и цена такая очень божеская. То есть, ну, людям То есть нравится. эти плиты где-то берете, покупаете или как? Тоже, Что это тоже происходит? Китай. Все Китай. Да. Есть отечественные, Ну, ясно, то есть эти вот плиты, но на них используются большая для очередь, так да. скажем. Ну, да, все, да, вот она самая плита, Вот да, она, да, это которая спасает жизни. керамические из оксида алюминия, сертифицированные, отстрелянные Екатеринбургским СОБРом. Вот тогда как так вот берешь, да, чувствуется вес. Ну вот вес основной в ней. Такая вот штука, да. Вот она вот грудь защищает. Ну И да, спину самая тоже, задача, да. чтобы сердце, легкие защитить. Ну вот еще увидим, у вас вот висит медаль, да? Ну вот да, на 8 марта нас оценили. Очень было неожиданно. Ну, 8 марта по старому стилю, говорят, 23 февраля. так Да, что- да, да. Ну, девочки приехали с очередной командировки и вот привезли нескольким человекам награды. То есть наш труд оценен, то есть командиры представили нас вот к этой медали. То есть это не боевая медаль за участие в специальной военной операции, но она выдается тем, кто внес какой-то вклад в нашу победу. Ну, такая, да, все-таки память она останется. Вот, ну, я посмотрел, да, вот ваш телеграм-канал называется «Дулкин-16. Некуда бежать». Вот такое вот неоднозначное название. Почему некуда бежать? Ну, дело в том, что эта фраза возникла как раз вот в пору мобилизации, когда значительное количество достойных людей побежало через Новый Ларс в Грузию. Вот мы решили, что нам бежать некуда, мы остаемся. Поэтому этот девиз появился у нас. То есть вот, наверное, как раз вот сейчас вот буквально когда 29 февраля было послание Владимира Владимировича Путина, где он как раз обозначил, что вот люди, которые не только воевали, скажем так, не только воюют, а кто вот оказывает помощь, то есть и трудящиеся, да, кто доказал свою патриотизм, свой патриотизм, они вот как такой новой элитой должны стать, да, вот как вы поддерживаете такое? Нет, это хорошая идея, да. То есть мы все понимаем, что вот Министерство обороны – это тень нашего государства. То есть все проблемы, которые вот СВО вскрыло, инертность. И в государстве в нашем тоже бюрократия, она сильна, то есть с ней как-то надо бороться. И я так понимаю, что вот люди, которые прошли через этот огонь, они, ну, наверное, смогут это сделать. Ну, то есть такие настоящие. Настоящие люди, да. Вы встречаетесь, вот, наверное, с ребятами там на позициях, вот, то есть ваши ребята встречаются там, сюда, наверное, к вам приезжают, вот они тоже, да? К нам приезжают на обучение, да. У На нас вот обучение. Вот, рассказывают они какие-то вот истории, что вот, как они это используют, как это помогает им. ну, не только истории рассказывают, и видео показывают. То есть мы, как скажем, эти записи используем в обучении. То есть есть вот очень эффективные пилоты, которые с первых дней спецоперации показали себя. То есть, ну, эффективность вот пилота камикадзе, если у него 70% попаданий, это очень высокий результат, да. То есть есть у меня друг, вот, позывной штопор, москвич. Ну, он служит в таких войсках, то есть у него командировка через 3 месяца, то есть они ротируются. Вот он мне последний раз рассказывал историю, как наши штурмовали, не скажу где, Синьковки, по-моему. Сидит пулеметчик в гнезде и кладет наших ребят. 12 человек, говорит, он убил, пока я, говорит, не прилетел и в окошко к нему не запрыгнул на этом коптере. Но я хочу сказать, что если вот год назад такое предупреждение было вот ко всем этим игрушкам со стороны высшего руководства, то вот в этом году ситуация сильно поменялась. То есть вот Ну, сейчас, да, сейчас именно... мы в всё-таки прошлом году большой уже упор перестали на это. стучаться в двери, мы стали работать напрямую с парнями, то есть вот кто там в окопе сидит. То есть мы им поставляем вот самолеты, вот эти все дела, помогаем им с настройками, то есть у нас круглосуточная служба поддержки для них есть. То есть любой человек, ну, которого мы знаем, он может обратиться, сказать, у меня вот не настраивается, пульт там что-то чудит. Ребята садятся, и прямо ночь, полночь мы им все это дело выдаем в готовом виде. Вот. То в этом году, я говорю, то есть на нас вышли генералы сами, то есть мы уже не ходим
махнули рукой то в прошлом году, а в этом году уже нас начали... То есть, да, не зря работаете. Ну, всё-таки видимо, есть да, польза, где-то да, что-то в сознании у людей поменялось. Да, скорее будем всего. надеяться, да, что все-таки к вам присоединяться еще, и все-таки будем больше делать таких вот полезных вещей для наших ребят. Наше время заканчивается. Я напомню, что у нас в гостях был руководитель конструкторского бюро «Дулкан Аэро», один из руководителей движения «Дулкан-16» с позывным «Ахатыч». Я благодарю вас. Спасибо вам большое. Всем мира. Всего доброго.